вечер. Это новости 24 в студии Ася Добрива и коротко о главном. В Ессентуках прошло расширенное заседание коллегии Министерства России по делам Северного Кавказа. – 23 учебных класса, большой актовый, спортивный залы. В Нестеровской идет строительство новой школы на 540 мест. Лучшие участники форума «Торгим-2016» получили сертификаты, дающие право представить свои проекты на форуме «Машук-2016». В Ессентуках прошло расширенное заседание коллегии Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа. В нем приняли участие заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин, министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, представители Совета Федерации, Федерального собрания России, Государственной Думы, органов исполнительной власти и аппарата полномочного представителя президента России в СКФО, а также главы субъектов Северного Кавказа. Ингушетия на заседании была представлена руководителем республики Нузбеком Евкуровым, членом Совета Федерации Ахмедом Поланкоевым и депутатом Госдумы Биланом Хамчеевым. Открывая заседание коллегии, вице-премьер правительства России Александр Хлопонин поприветствовал всех присутствующих и пожелал им плодотворной работы. Он проинформировал участников коллегии о приоритетных задачах Минкавказа на 2016 год. В частности, речь шла о формировании подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО в рамках госпрограммы развития СКФО на период до 2025 года. Кроме того, он отметил высокие показатели в 2015 году, добавив, что СКФО показал довольно устойчивое, динамичное экономическое и социальное развитие. Есть определенные положительные результаты. В первую очередь, снижение безработицы. Я хочу напомнить, что в январе 2010 года количество зарегистрированных безработных в Северокавказском федеральном округе составляло 468 тысяч человек. На сегодняшний день этот показатель 168 тысяч человек, то есть уровень безработицы сократился почти в 3 раза. Можем ли мы успокаиваться? Достаточно ли это? Конечно же нет. Мы все равно говорим о том, что если взять среднероссийские показатели регионов, то у нас есть отдельные территории, которые достаточно эффективно в этом плане показатели хорошие, а есть территории, где нам предстоит очень серьезно перераспределить наши силы и ресурсы для того, чтобы обеспечить людей занятостью. Далее с докладом выступил министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Он подвел итоги деятельности ведомства за 2015 год и сообщил о приоритетных задачах министерства на 2016. Лев Кузнецов рассказал о реализации федеральных целевых программ Юг России, планах по развитию туризма и агропромышленного комплекса, снижению уровня безработицы и увеличению инвестиций в СКФО. Глава Минкавказа также поблагодарил руководителей субъектов за хорошую работу в прошлом году. Он отметил, что в республиках Северного Кавказа наблюдается рост рождаемости, заметно снижен уровень младенческой смертности. В своем докладе Кузнецов также рассказал и о результатах работы руководства Ингушетии, которое, как он подчеркнул, успешно реализовало ряд крупных проектов. У нас в 2015 году появились новые медицинские объекты. Это противотуберкулезный диспансер в городе Назрань, поликлиника, соответствующие женской консультации, эндокринологический центр в республике Ингушетия, новый родильный дом женской консультации в городе Грозном, горбольница в городе Аргун Чеченской республики, Кунзахская районная больница в селе Рани и больница в селе Губич в республике Дагестан. Также мы с вами завершили строительство детского оздоровительного лагеря в республике Ингушетия, РЗИ. И я еще раз подчеркну, вот именно такой согласованной политикой, когда появляются новые объекты, а мы знаем, что в этом году у нас должно появиться еще очень качественные социально знаковые объекты, перинатальные центры в ряде субъектов Северокавказского федерального округа. Это статистика, я имею в виду в целом, у нас будет также сохраняться, а по младенческой смертности мы будем приближаться к среднероссийским показателям. Далее поднимался вопрос жилищного обустройства граждан, проживающих в зонах оползневой опасности. На территории СКФО в результате оползней повреждено около 2000 домов. Так, с целью переселения граждан из оползневой зоны Малгобекского района в рамках федеральной программы социально-экономическое развитие Республики Ингушетия возведены 32 жилых многоквартирных дома общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Это позволило переселить около 900 семей. В настоящее время необходимо дополнительное финансирование на строительство жилых домов второй
очереди, что позволит переселить около 700 семей. Частично решены вопросы и жилищно-коммунального хозяйства, и вопрос связан с водой, газопроводами и сетями теплоснабжения. Отдельно большой блок был это строительство нового жилья в Республике Ингушетия, в Чеченской Республике, в первую очередь связано с переселением жителей из оползневых зон. Также на коллегии было сказано о положительной тенденции решения проблем с нехваткой дошкольных и школьных образовательных учреждений. Так, в рамках программы «Юг России» до 2020 года на территории СКФО планировалось построить около 50 объектов дошкольного и школьного назначения на более 30 тысяч мест. В Ингушетии за 2015 год построено 6 объектов образования. Муслим Ганиев, Юсуп Ханиев, Новости 24. По поручению главы Ингушетии в священный месяц Рамадан при правительстве республики заработал специальный оперативный штаб по обеспечению газа, электро- и водоснабжения. Главная задача штаба – прием и обработка обращений. Звонки от жителей принимаются в круглосуточном режиме и направляются в компетентные органы. Связаться с оперативным штабом можно круглосуточно по номерам горячей линии 8 8734 55 14 23 и 8 928 747 75 44. Все службы, отвечающие за жилищно-коммунальное хозяйство в период месяца Рамадан, переведены на особый режим работы. Сегодня у нас первый день, скажем так, оперативного штаба возобновления, скажем так, как после прошлого года было поступление 3 звонка. В принципе, эти вопросы были решены в течение получаса, часа, скажем так. В первый день в оперативный штаб поступило лишь несколько звонков. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года было 70 звонков от жителей. В основном обращения граждан сейчас были связаны с тем, что во время сильных дождей некоторые районы республики остались без света. В основном по электроэнергии поступает, там аварии, там нету света. По воде устранили уже проблему, там тоже из-за света, но они уже час назад подали воду, включили свет, подали воду. Ну, пока система заполняется, может полчаса, час уже появится вода. В основном проблемы по свету у нас на сегодняшний день. Звонков немного, но бывают звонки. Проверка, инструктаж и почти 4 часа на ответы. Сегодня выпускники сдали очередной единый госэкзамен, на этот раз по обществознанию. К проведению этого ЕГЭ в республике подготовили 4 пункта сдачи. Только в одной Назарановской 5-й школе было заявлено больше 200 выпускников, практически со всех районов республики. Подробнее Хади Добриева. Обществознание, конечно, не самый легкий предмет, но и такого страха, как, например, математика, выпускников он не вселяет. Многие уверены, средний балл получить не проблема, тем более, что пробные ЕГЭ по этой дисциплине уже сдавали и не раз. Муслим Албагачиев в хороших для себя результатах этого экзамена не сомневается, потому что усердно готовился с самого начала учебного года. Общество я выбрал, потому что оно пригодится мне при поступлении в вуз. И в ходе учебного процесса целого года мы сдавали пробные экзамены, тоже по обществознанию. Ну и в принципе результаты хорошие. В течение года мы в школе, у нас были дополнительные занятия каждый день. Мы заходили и учили. А вот Исмаил Дзортов со сдачей обществознания в качестве выборного экзамена определился раньше, чем с вузом, в который хочет поступить. Просто это его любимый предмет. Мне нравится этот предмет. Я люблю гуманитарии. Я поступаю в Ростовскую академию МВД, поэтому я целенаправленно иду к своей цели. Я выбрал общество, потому что оно мне нужно для поступления в ОГАУ. Это Оренбургский государственный аграрный университет. Я хочу стать в будущем бизнесменом. Для этого мне нужно коммерческое образование, так сказать. Ну вот именно для этого я сегодня здесь. Верхней одежде и личным вещам на экзамене не место, как и головным уборам. Их оставляют за рамками металлоискателя и живого щита общественных наблюдателей. Пронести запрещенные предметы здесь просто нереально. Проверяют тщательно, от головы до пяток, причем в прямом смысле слова. К приему экзамена подготовлены 14 аудиторий, в каждой из которых установлены камеры видеонаблюдения. Подсказать что-либо выпускникам не могут ни организаторы, ни даже стены, точнее плакаты и стенды на них. Они все закрыты белыми листами. И не важно, что это кабинет физики или литературы. Таковы правила проведения ЕГЭ. Заявлено 210 человек, пока явка идет хорошая. Что могу я посоветовать? Знания.
знания. Обществознание – это такой предмет, который включает в себя и несколько подбазовых предметов. И вот очень много заявлено именно на обществознание, потому что, можно сказать, обществознание считается более универсальным предметом. И при поступлении это дает им большой плюс. Если одни пытаются справиться с волнением еще у входа в школу, то другие – само спокойствие и даже дают советы остальным выпускникам, с каким настроем надо подходить к таким испытаниям. Вообще не нервничать, есть, не напрягаться. Очень, там есть девушки, которые плачут, есть из-за нервов. Это вообще, как вам сказать, мешает, наоборот, думать. Надо на полноте все сделать, спокойно думать, и ты сдашь экзамен. На то, чтобы справиться с волнением и вспомнить все, что проходили в школе по обществу, у выпускников 3 часа и 55 минут. А экзаменуемым с ограниченными возможностями здоровья время дается до 5 часов и 25 минут. Впрочем, на едином государственном, даже с неограниченным временем, без необходимого багажа знаний делать нечего. Хади Добрива, Магомед Дидигов, Новости 24. Сегодня вступил в силу закон, вводящий в правила дорожного движения новый термин «опасное вождение». Документ призван снизить смертность на дорогах. При его подготовке ГИБДД Российской Федерации провела соцопрос, большинство участников которого, 67%, высказалось за законодательное закрепление понятия «опасное вождение». 38% опрошенных посчитали, что закон крайне необходим, так как на дорогах слишком много агрессивных водителей. Еще 29% оказались готовы поддержать инициативу при условии, что опасное вождение будет фиксироваться как нарушение при наличии весомых доказательств вины водителя. Всего в опросе на официальном сайте ГИБДД приняли участие около 20 тысяч человек. Напомним, поправки в ПДД в части опасного вождения подготовлены Министерством внутренних дел России и утверждены председателем правительства Дмитрием Медведевым. Поправки направлены на снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий. В Нестеровской полным ходом идет строительство новой школы на 540 мест. Это учебное учреждение должно будет разгрузить соседние школы. На данный момент внутренние работы в помещениях почти завершены и идет работа по благоустройству территории. О сроках ввода в эксплуатацию новой школы расскажет Тамерлан Хамхоев. Джамалдин Индиев укладывает плитку медленно и сосредоточенно, чтобы все было максимально качественно, при этом практически без перерывов, чтобы успеть закончить работу до окончания срока сдачи новой школы. Комната, которую доверили мастеру, учительская. Вот я сегодня начал, вот сегодня заканчиваю. На полах, на больших было и до 30, 33 ложили, 25, когда смотря как. А вот за то, чтобы стены в новой школе были идеально ровными, ответственна Малика Папаева. Ей помогают 2 дочери. Сложнее всего было штукатурить в холодное время года, признается она, когда приходилось добавлять в состав раствора специальную добавку против мороза, которая сохраняет прочность бетона. С 5 декабря моя бригада, 8 человек, здесь штукатурили. Несложно, мы штукатурили зимой, а сейчас уже эта школа идет сдача. Строительство этого учебного заведения началось в 2014 году, а сдать в эксплуатацию планируют уже в конце августа этого года. В школе 23 учебных класса, большой актовый и спортивный залы, просторные коридоры. В здании также предусмотрены лифты, правда, их пока не установили. Школа практически у нас заканчивается, мы уже сделали основные работы. Внутренние работы у нас практически на 80%. Мы вложили кафельную плитку. Заканчиваем шпаклевку, у нас уже началась покраска. Наружную работу у нас укладка плит, благоустройство, озеленение. Также мы успеваем его сделать. На данный момент внутренние работы в помещениях почти полностью завершены. Прилегающую территорию активно благоустраивают. Двор постепенно начинает зеленеть. Также здесь установили генератор на случай прекращения подачи электричества. Школа строится в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Ингушетии. Сейчас в республике на 65 тысяч детей приходится 120 школ, то есть около 40 тысяч ученических мест. И открытие новой школы в Нестеровском должно увеличить эту цифру еще на 540 учеников. Тамерлан Хамхоев, Суланбек Аздоев, Новости 24. Лучшие участники форума «Торгим-2016» получили сертификаты, дающие возможность представить свои проекты на предстоящем форуме «Машук-2016». Напомним, накануне участники регионального этапа молодежного форума провели заключительную часть образовательного интенсива. С ними общались различные эксперты, а главные гости приехали из Пятигорска, в том числе директор Северокавказского форума «Машук-2016», который подробно рассказал молодым людям о предстоящем слете. Все 3 дня участники форума не сидели без дела. Каждый из них смог узнать для себя
много интересного и полезного. И сейчас, набравшись опыта, молодые люди смогут тщательнее подготовить свой проект к форуму Машук-2016. По итогам регионального этапа такую возможность получили 80 из 150 участников форума Торгим-2016. Торгим дал мне много возможностей, опять-таки научил нас писать проекты, это самое главное, анализировать эти проекты. Сначала подводили их к жестокой критике, но потом, опять-таки, нас настраивали для того, чтобы, когда мы пойдем на форум Машук, для того, чтобы нам там было легче, для того, чтобы мы могли доказать жюри, что у нас есть готовые проекты, чтобы мы смогли его защитить там. В этом году Республика Ингушетия является единственным субъектом СКФУ, который провел региональный этап форума Машука. Ребята были отобраны очень жесточайшим образом, то есть самые лучшие, которые уже нам предоставляли заранее свои проекты. Были эксперты с Федерального агентства по делам молодежи, со всей России, 5 ведущих экспертов. Также на форум посетил директор Северокавказского форума Машук Головин Георгий. Работа шла активно, у них была очень насыщенная программа, то есть мы уделили максимум времени на образование, на развитие ребят и минимум на досуг. Это были все новости к этому часу, а в 19:00 смотрите ингушский выпуск новостей с Фатимой Гагиевой. Всего доброго.